День Победы – очень важный праздник для нашей страны. И я уверена, что каждый россиянин отмечает его по-особенному. Лично я приезжаю поздравить деда. Мой дед Никитин Дмитрий Иванович ушел на фронт в 17 лет. Из родной деревни Ушакова отправился в Уфу. В военкомате он прошел медицинскую комиссию и был определен в стрелковые войска. С этого и начинаются победные рассказы моего деда. Сообщили, что началась война в 1941 году. Вот. Начали брать на фронт, и меня взяли в 1942 году в сентябре месяца. Мне было 17 лет, меня тоже забрали в армию. У нас с семьи ушло четверо. Три брата, отец и сестра. Великая Отечественная война – величайшее событие в истории нашей страны. 62 государства из 73 существующих участвовали в этой войне. 80% населения нашей планеты. Эта война считается самой кровопролитной за всю историю человечества. 40 миллионов жизней унесла война. Эта цифра числится в официальных документах. По другим данным, 72 миллиона человек сложили голову в боях с 1941 по 1945 года. Война шла на земле, на море, в воздухе, на 3 континентах, в водах 4 океанов. Мировая трагедия, последствия которой сказываются до сих пор. Даже не верится, что мой дед в этом участвовал. Повезли нас на Дальний Восток, японские острова. И нас там обучали, все обучили. И в 1943 году нас повезли с Дальнего Востока на запад, на Украину туда. И вот я там воевал в августе месяце. 27 августа меня ранило грудную клетку в левый бок. Вот. Там валялся по полю, меня подобрали, лечили. Вот. 6 месяцев лежал в госпитале. Вот. В Липецке, потом в Ульяновске. Комиссовали домой меня. Приехал домой, дома побыл. У меня комиссии, все, руки, ноги есть, все, давай. Опять меня забрали. На этот раз Дмитрий Иванович был определен пулеметчиком на танк Т-34. Это тяжелый танк. Историки утверждают, что он уступал немецкому танку в этом классе «Тигру». Но разработать в сжатые сроки простое в обращении и эффективное в бою оружие практически невозможно. Несмотря на это, танк Т-34 стал настоящим оружием победы. Я ехал на танке, у меня тоже котелок был на ремне. И в котелке 2 гранаты было. Весь мешок за плечами, пулями его. И это светило. Я пачку патрон пули пробила. Это порох загорался. И там загорались. Это портянки мои лежали. Там потом дедушка, матери мне какую-то молитву давали. Это, так, пакетик. Молитва загоралась, утухло все. Вот. А наш танк как-то, я знаю, во враг из оврага выскочили, немцы траншей носят, стреляют по нам. И вот, и тут снаряды рвутся. Мне как Бог-то, а как он, Бог, прижатый был к башне, а надо же. Вот. Туда ударил осколок, и так все на ребра срубил, как топором. Я хватился за бок-то. Да. Хлещет кровь. Вот. Все сознание, как вставать я буду. Кистимон вылетит. Вот. А потом санитары подскочили, меня подняли, все. Вот. Ватой заляпали, давай.
Хоть прошло столько лет, деду каждый раз тяжело вспоминать о войне. В те времена медицина была совсем не такая, как сейчас. Врачи ежедневно шли на подвиги. Несколько фактов, которые просто поразили меня. Думаю, что вас тоже удивят. Ожидаемо, что донорской крови не хватало, и солдатам переливали морскую воду. Солевой раствор морской воды содержит практически всю таблицу Менделеева, и она близка по составу к человеческой крови. Обширные рваные раны, какие, кстати, были у моего деда, обрабатывали раствором обычной поваренной соли. Хлопчатобумажную ткань смачивали в этом растворе и прикладывали к ране. Вот и все лечение. В 1941 году произошло очень важное для медицины открытие. Был синтезирован пенициллин, но его производили в совсем незначительных количествах. И на простых солдат его не хватало. Но на нехватку медикаментов тогда не сетовали. Было не до этого, нужно было побеждать врага. И как только раны затягивались, солдаты снова шли на фронт. Вот и Дмитрий Иванович после своих ранений каждый раз шел на фронт защищать родину от фашистской Германии. Половина, наверное, не приходили. Которые приходили, которые попадали там без вести на фронте. Присылали это, телеграмма, вот, погиб на фронте такой-то. Много уходило что-то. Война никого не щадила, убивала людей, калечила судьбы целых семей. В Советском Союзе 28 миллионов людей отдали свою жизнь, чтобы у нашей страны было будущее. Сколько бы я ни слушала рассказы деда о войне, каждый раз всплывают какие-то интересные детали, о которых не написано в учебниках истории. Как жаль, что у деда так мало фотографий. Раньше как-то не принято было фотографироваться, все запечатлевали в памяти. Война упростила многие понятия в жизни. Наесться досыта за счастье. Что говорить, спали в лучшем случае в землянках или в блиндажах, а то бывало просто на сырой земле под открытым небом. Стрелять в людей тогда было нормой. Хотя как можно называть людьми тех, кто без предупреждения войны напал на Советский Союз? На вопрос, каково было стрелять в немцев, Дмитрий Иванович без раздумий отвечает. Так, как будто и надо. У меня был ручной пулемет. Вот. С ручным пулеметом, как дед мы заняли оборону. Смотрим, как в Эстонии, в Латвии или речушка течет. И там немцы под мостом-то были. Я тоже наши уже прошли, немцы погнали, смотрю, они выскакивают. Вот. Я с этим пулеметом, мы легли, диск такой, и давай как выскочут. Я как начну строчить. Они, которые попадут, которые убегут обратно под мост. На фронте жизнь граничила со смертью. То тут, то там гибли люди. Молодые бойцы не проходили никакой специальной психологической подготовки. Солдаты не знали, когда придет их час покинуть этот свет. Морально каждый был готов погибнуть через секунду. На философствование по поводу несправедливости судьбы ни времени, ни сил, ни желания не было. Одно желание – победить врага в честном бою. Наша рота была в Риге, отдельная рота, химзащита. Там нас обучали, все, а потом нам сообщают, что война кончилась, Германия капитулировалась, а все. Вот. Объявили сразу, и нас подстроили роту, и мы объявили. Давай салют делать. День Победы – это праздник со слезами на глазах. Абсолютно каждая семья в нашей стране столкнулась с горестями войны. Первый парад Победы планировали провести уже в конце мая, но перенесли на 24 июня. Дату определили швейные фабрики. Им нужно было изготовить 10 тысяч комплектов парадного обмундирования для солдат. После первого парада Победы о торжествах забыли на ближайшие 20 лет.
Было не до праздников, страна находилась в разрухе. Теперь нужно было бросить все силы на восстановление городов и деревень и привыкать к новой, мирной жизни. Сталин пришел в 46 году, да. Вот семья большая, давай женить нас. Вот. Были хорошие девчушки. Вот я одну подобрал, бабушку свою. Женился, мы с бабкой жили 6 лет, потом с матерью там. Потом построили дом рядом. Появились у нас 2 сына хороших. Начали их учить. Школы не было. Вот. Выучил 4 класса. Но дальше, а школы не было. Ходить было далеко, километров 8 в другие деревни. Вот мы решили переехать в город. Или в город, или в Дему. Там Дмитрий Иванович Никитин живет и по сей день. Ему сейчас уже 90 лет. По последним данным, в Российской Федерации проживают чуть меньше 3,5 миллионов ветеранов Великой Отечественной войны. Почти всем больше 90 лет. Есть и такие, кому и за 100. С каждым годом их становится все меньше. Поколения героев уходят, а вместе с ними и истории Великой Победы. На вопрос: «Дед, а что же такое война?» Дмитрий Иванович излишне не философствует. Война — это есть война. Плохо. Как маются. Народ бедствует. Все-то плохо, конечно, война. Зачем ее? Не надо. Пройдя через весь ужас войны, в мирное время уже ничего не страшно. Самое главное, чтобы человечество не забыло урок, полученный 70 лет назад, и чтобы мы принесли память о событиях Великой Отечественной войны спустя многие года, века, даже тысячелетия. Порой мне даже не верится, что мой дед был свидетелем и участником величайшей катастрофы всего человечества. Дед, поздравляю тебя с праздником Великой Победы! Спасибо, что тогда с 41 по 45 года вы бились из последних сил, не боялись погибнуть, и все для того, чтобы наше будущее наступило под знаменем Победы. День Победы – это праздник великой страны и моего деда. В каждой семье есть свой герой, и вы просто обязаны знать его историю. С праздником, с Днем Великой Победы!